Последствия паводка. Успеют ли энергетики восстановить тепловые сети к началу отопительного сезона? ДТП в центре города. Движение водителя остановил фонарный столб. Подготовить наряд к ИСЭХу. В Якутске работает выставка «Ярмарка национальной якутской одежды». Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. Церемония открытия чемпионата мира по футболу займет всего 15 минут. Впервые за долгое время программа будет такой короткой. К примеру, в ЮАР в 2010 году или в Бразилии в 2014 были масштабные часовые шоу с участием звезд. Церемония открытия в России будет о футболе и любви, заявил автор концепции представления Феликс Михайлов. Через все шоу пройдет не только футбольная тема, но и представление страны-хозяйки. Известный певец Робби Уильямс, оперная дива Аида Гарифуллина и бывший футболист сборной Бразилии Роналдо примут участие в церемонии открытия. Месяц назад в Усть-Майском районе наводнение с ледоходом нанесло ущерб инфраструктуре поселка Эльдикан, национальных наслегов Кюбцы и Ижанцы. Пострадало и население, объекты жизнедеятельности этих трех населенных пунктов. С подробностями наш корреспондент. До сих пор сохраняется режим чрезвычайной ситуации в Усть-Майском улусе, объявленный администрацией района по причине разрушительного майского наводнения. Наиболее пострадавшие населенные пункты прибрежной зоны – это поселок Эльдикан, наслеги Кюбцы. Здесь пострадали жилые дома, дороги, дамбы, объекты энергетики и теплоэнергосервиса. Выезжали, наши сотрудники, составляли акты, комиссионные акты вместе с администрацией. Общая сумма ущерба по предварительным данным получается около 16 миллионов. Закуплен материал – это утеплитель, оберточный материал, все, что положено для ремонта тепловых сетей. Работники теплоэнергосервиса уже приступили к работам, разбирают завалы на тепловых сетях, завезена пилопродукция, восстанавливаются теплотрассы там, где их возможно восстановить, а кое-где проложат новые. Сейчас этот материал находится у нас в Тамоте, поднимаем мы туда судно. Будет завозиться материал и будем приступать к работам, к восстановительным. Потому что через ЧС отопительный сезон никто не отменял. И мы в отопительный сезон, должны войти с отремонтированными тепловыми сетями и с теми устранением повреждения, которые нанесла стихия. Работы в Кюбцах и Ижанцах начнутся чуть позднее, ориентировочно в июле месяце. И осенью все объекты теплоэнергосервиса вступят в отопительный сезон вовремя. Юрий Таюрский, Усть-Майский район. Открыта навигация для маломерных судов в 7 районах республики. Выход на водные объекты разрешен после окончания ледохода в Верхнеколымском, Среднеколымском, Абейском, Верхоянском, Ивано-Батантайском, Жиганском и Алекнинском районах. В Ленске осудили за хищение $1 миллиона рублей кассира одного из предприятий в сфере ЖКХ. С августа по октябрь 2017 года она похитила более 900 тысяч рублей. Чтобы скрыть преступление, женщина подделывала отчет в конце рабочего дня. Кроме того, подсудимая похитила более 20 тысяч рублей, перечислив их на свой счет. Суд приговорил женщину к лишению свободы на срок 2 года 1 месяц условно. Кроме того, суд обязал подсудимую возместить в полном объеме причиненный ущерб. Водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. ДТП произошло на улице Кулаковского. Двигаясь по обочине, машина снесла несколько деревьев. Ее движение остановил лишь фонарный столб, который от удара сломался и упал. Водитель серьезных травм не получил. Перекроют движение на участке улицы Пирогова в районе мечети. Завтра с 5 до 10 часов в Якутске во время проведения праздничной молитвы Рамадан. Об этом сообщили в городской администрации. Автобусный маршрут номер 15 будет на это время изменен. Схему проезда вы видите на своих экранах. В Якутске начали принудительно взыскивать налоги с физических лиц. На совместные рейды вышли судебные приставы и налоговые инспекторы. Всего в Якутске передано в суд более 20 тысяч дел, где граждане вовремя не заплатили имущественные налоги. Из них 6 уже передано в службу судебных приставов для принудительного взыскания на сумму 43,5 миллиона рублей. Судебные приставы вправе применить к должникам ограничения на выезд и арест имущества. Напомним, в случае несвоевременной уплаты налогов начисляют пени за каждый день просрочки. Налогоплательщик, физическое лицо, не оплатил до 1 декабря, то у нее образуется задолженность. После этой задолженности мы направляем налогоплательщикам требования
требования тоже стоит срок оплаты. Но если после этого уже не оплатили, то уже документ направляется в суд. Суд выносит судебный приказ. Можем сразу направить документ приставам. А там уже пристава может вынести постановление об ограничении выезда с Российской Федерации, а также арест имущества, арест банковских счетов, а также постановление на запрете о действиях в отношении транспорта, имущества, чтобы они уже не могли продать или купить. А в Мирном представители городской администрации и управления Роспотребнадзора проводят выездные рейды раз в 3 недели. В этот раз специалисты проверили точки розничной торговли и летние кафе. Продолжит Марьяна Кутукова. Проверка местных властей и Роспотребнадзора начинается с городского парка. Комиссия немедленно обращает внимание на надувной батут в центре зоны отдыха. По результатам прошлого рейда владельцу было рекомендовано отодвинуть сооружение, чтобы он не мешал прохожим и отдыхающим. На этот раз ему дали окончательное предупреждение. До 22 июня, пожалуйста, мне эту историю все поправьте. Армен Леопардович вам обрезает одно дерево, обрезает ветки, вы сдвигаете полностью пандус, отодвигаете его сюда и расширяете платформу, где у нас на бетонке. В целом грубых нарушений в парке не выявили. Вместе с тем предпринимателей предупредили. В будущем все ларьки будут перенесены вглубь парка, где для них будет создана единая торговая площадка. После выездная комиссия проверяет работу летних кафе. В этом году разрешение на деятельность получили 6 заведений. Излюбленное горожанами кафе под названием «Озорница» работает уже 3-е лето подряд. Условия хранения, транспортировки и реализации продукции, санитарное состояние кафе и документы работников по результатам проверки не вызвали никаких вопросов. Документов на самом деле очень много требуется, очень много инстанций нужно пройти. Тяжело, но надо начинать, а потом все нормально. Каждым годом все легче, легче, легче. Потому что уже знаешь, куда идти, зачем идти, где брать справки, что сдавать на анализы. В отличие от первого кафе, второй возле театрально-концертного центра «Якутск» собрал полный список замечаний. У вас вообще информации здесь никакой, для потребителей нету. Начиная с вывески, чья организация, индивидуальные предприниматели или ООО у вас. Потом ценники, меню это у вас тоже не совсем там правильно оформлено. Должна быть полностью раскладка, граммы, рубли или что это у вас, вся информация. Да? Интерес у членов комиссии также вызвала кухня этого кафе. Необорудованная вытяжка, нарушение товарного соседства и отсутствие маркировки на продуктах. Все эти грубые нарушения велели исправить до конца этой недели. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. В Нирингринском районе нелегально производили алкогольную продукцию. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора и наши корреспонденты. По прибытию на место производства данной продукции двери никто не открыл. Руководитель данного предприятия, дважды получавший уведомление с заданной датой и временем визита Роспотребнадзорной комиссии, вступил в диалог по телефону. Если вы считаете, что ваши действия правомерны, вы делаете так, как вы считаете, а я делаю, как считаю я. И потом суд будет в итоге решить. Это моя позиция. Я не думаю, что нам есть смысл о чем-то дальше разговаривать. Данное предприятие по производству пива было установлено в ходе другого административного расследования. На торговых точках, в которых продавали данный продукт, находящийся в реализации без маркировки, без информации о производителе, без документов, подтверждающих качество и безопасность, а также место и условия происхождения, был установлен предполагаемый адрес места производства. За воспрепятствование проведения административного расследования возможно применение санкций статьи 17.7 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает в том числе и приостановку деятельности данного объекта до 90 суток. Это по решению суда. Административное расследование продолжается. Готовятся документы для передачи в суд по привлечению к административной ответственности по статье 17.7 за воспрепятствование проведению административного расследования. Мы будем следить за развитием событий и держать в курсе. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В эти дни Министерство финансов Якутии проводит ежегодный семинар-совещания для своих сотрудников. Одними из актуальных вопросов стали применение новых норм бюджетного законодательства, бюджетный процесс в сфере государственных закупок, работа в системе электронный бюджет и другие. В работе семинара принимают участие представители Министерства финансов России, научно-исследовательского финансового института Минфина и ведущих консалтинговых фирм. В семинаре участвуют более 400 человек. Как известно, у нас сегодня очень много изменений происходит в области государственного управления, и, конечно, это затрагивает финансы. Финансы становятся более открытыми,
И почему, например, именно все это связано с информационными технологиями, с такими компаниями, как E-Systems, это связано потому, что с помощью информационных технологий можно достаточно существенно поменять всю систему. То есть, например, сделать ее более эффективной, сделать ее очень открытой. И сделать так, чтобы любой гражданин мог вообще поучаствовать в принятии решений с точки зрения того, куда потратить средства бюджетов разных уровней. Строительство школы начнется сразу после завершения Битюнской СОЖ. Абагинская агрошкола Амгинского района 1971 года постройки. В 2016 году школа признана аварийной и закрыта. Осенью резонанс у сельчан вызвало то, что очередность строительства с 2019 сдвинулась на 2024 год. Во время отчета правительства жители озвучили этот вопрос, где стало известно, что строительство начнется после завершения Битюнской СОЖ. Начались проектно-изыскательские работы. Тем временем силами жителей села идет работа по сносу старой школы. Отметим, что в селе Абага проживает порядка 1000 человек. Школа наша 71 года постройки, уже 20 лет как аварийная. В 2016 году вышло распоряжение закрытия половины школы. Очень долго дети, все учителя, все родители, очень долго мы мучились. И вот, наконец, начались изыскательные работы по строительству новой школы. Если с 2020 года начнется строительство новой школы, мы очень надеемся, что именно по такой программе мы войдем в новую школу к 2021 году. В медицинском институте увеличено количество бюджетных мест на 45. СВФУ в этом учебном году принимает студентов по 6 направлениям специалитета. Лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело, фармация. И по одному направлению бакалавриата – сестринское дело. Выделено 245 бюджетных, 14 коммерческих и 130 целевых мест. Якутские национальные костюмы во всей красе. В преддверии главного летнего праздника ИСЭХ в столице сегодня начинает работу республиканская выставка-ярмарка национальной якутской одежды. Свои работы представили порядка 30 участников. Выставка продлится 4 дня. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.